الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Сегодня, иншааллах, на намазе Таравих будет читаться сура Аш-Шура, Совет. И в этой суре есть один аят, это 30-й аят, очень ценный и очень важный аят, который содержит в себе одно из правил, которые Аллах Субхану ва Тааля установил в этом мире. И этот аят звучит следующим образом: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. И беды, которые вас постигают, они постигли вас по причине совершенных вашими руками деяний. И Аллах прощает многое. Беды, которые вас постигают, которые вас постигли, они постигли вас по причине того, что вы совершили своими собственными руками, то есть за ваши деяния. Этот аят является одним из принципов этого мироздания, одним из правил, которые Аллах Субхану ва Тааля в этом мире установил. У нас есть разные правила, есть разные законы, которые Аллах в этом мире установил. Есть законы физики. И также есть правила, касающиеся жизни людей и их испытаний, трудностей, которые приходят им в мире. И вот это из правил Аллах говорит: если вас постигают какие-то беды, трудности, наказания, то это по причине того, что вы совершили своими собственными руками. То есть ваши грехи являются причиной того положения, в котором вы оказались. И вот это правило, оно упоминается в Коране часто. Как в другой суре, в суре Аль-Имран, Аллах говорит: «Авалямма асабаткум мусибатун, када асабатум мithlayha, культум анна хаза». И когда вас постигло несчастье, после того, как вы сами причинили несчастье вдвойне, вы сказали: откуда же это? Откуда это к нам пришло? Почему так произошло? Аллах говорит: «Куль хуа мин инди анфусикум», скажи же им, то есть к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям обращается Аллах, скажи же им: это мин инди анфусикум, это от вас самих пришло. Инна Аллаха аля кулли шейин кадир, воистину Аллах на всякую вещь мощен. И также в суре Ан-Ниса Аллах говорит: «Ма асабака мин хасанатин фа мин Аллах». Какое бы благо тебя не постигло, это милость Всевышнего Аллаха. «Ва ма асабака мин саййатин фа мин нафсик». А какое бы дурное бедствие тебя не постигло, то от тебя самого, то есть по причине твоих злодеяний, по причине твоих грехов. Вот это правило, как мы сказали, оно часто упоминается в Коране. И также указанием на это являются хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел слова Всевышнего Аллаха в хадисе Кудси. Хадис Кудси – это слова Аллаха, субханаху ва тааля, переданные пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, помимо Корана. И где Аллах говорит: «Иннама хия а'малукум ухсиха лакум, thumma уаффиякум ияха, фаман ваджада хайран фальяхмадиллаха, ваман ваджада гайра залика фаля ялуманна илля нафсах». Воистину, это лишь ваши поступки, ваши деяния, которые я учитываю. И за эти поступки потом я сполна вам воздаю. Если же кто-то обнаружит благой результат своих поступков, то пусть он восхваляет Всевышнего Аллаха.
А если же результатом его деяний будет дурным, فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Пусть же он не винит никого, кроме себя. Если Аллах говорит, это все ваши поступки, все ваши деяния. Я их учитываю и воздаю вам за них. И если в конце человек получит благое воздаяние, то пусть он восхвалит Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля за это. А если же он обнаружит нечто дурное, результат и исход его будет плачевным, то ему некого винить, только лишь самого себя. Интересный хадис также приводится в сборнике Сахиха имама, в Сахих Бухари и имам Муслима. Однажды Абу Бакр, радиаллаху анху, подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил у него дуа, мольбу, чтобы пророк научил его мольбе, которую бы он читал в намазе. Абу Бакр спрашивает у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, научи меня дуа, мольбе, которую бы я читал в намазе. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Куль, скажи, Аллахумма инни заламту нафси зульман кафиран, валя ягфиру дзунуба илля ант, фагфир ли магфиратан мин индика, вархамни иннака антал гафуру рахим». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил Абу Бакра следующим словам. Он говорит, говори, «О Аллах, воистину я причинил несправедливость самому себе. И причинил я ее много часто. Валя яхфиру дзунуба илля ант, и грехи не прощает никто, кроме тебя. Фагфирли, прости же меня, магфиратан мин индик, прощением от себя. Вархамни иннака антал гафуру рахим, и будь милостив ко мне, ведь воистину ты прощающий и милостивый». Какой дуа научил пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Говори, «О Аллах, я причинил несправедливость самому себе много». Этот хадис указывает на то, что человек, все, что его постигает, это по причине его собственных поступков. И заметьте, кто спрашивал это дуа, это Абу Бакр. Абу Бакр – это наилучший представитель мусульман, человек, который при жизни ему был обещан рай. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, этому человеку, который уже при жизни, его место в раю было установлено, он говорит ему, проси у Аллаха, говори, о Аллах, я причинил себе несправедливость. А если Абу Бакр делал подобное дуа, то что же говорить о других людях? Если Абу Бакр говорил дуа и говорит, я причинил себе несправедливость и совершал это часто много, то что же говорить о других верующих людях, о других мусульманах, о других людях? Мы должны эти дуа еще чаще, конечно же, произносить. Чаще это дуа использовать и обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля. И если человек осознает это правило, способствует этому также истории из Корана. Истории из Корана и истории в общем человечества, которые подтверждают истинность этого правила. О том, что в этом мире, что бы ни касалось человека, лично какого-то человека, или постигает целый народ, или постигает целое селение, если на них обрушивается какое-то бедствие, то это по причине их собственных деяний. И подтверждение этому мы можем обратиться к Корану и увидим там множество примеров этому. Самый первый пример, что вывело наших отцов Адама, алейхиссалям, и его супруга Хава из садов рая. Что их вывело? Что послужило причиной того, что они лишились этого места и оказались в том месте, где мы сейчас проживаем? Они лишились райских плодов, райского блаженства и оказались в том мире, где человек страдает, испытывает трудности, болезни его одолевают, войны и так далее. Что стало причиной того, что они лишились этого? Никто не виноват, кроме их самих. Ослушание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Иблис, который был
приближенным к Аллаху Субхану ва Тааля, который славился своим поклонением, славился своими знаниями, который восседал среди ангелов. Что стало причиной того, что вот эти места, благословенные места, места среди ангелов он потерял и стал из числа тех, на кого пал гнев Всевышнего? Из райского сада Иблис обрел на себя вечное наказание в аду. Милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля сменилась вечным гневом на него. Причина всему этому – ослушание самого Иблиса. Он сам на себя навлек это действие, этот грех, эти последствия. Хотя Иблис этого не осознал, конечно же. И когда Аллах Субхану ва Тааля у него спросил: «Ма мана'ака ан тасджуда», что же помешало тебе совершить поклон, когда я повелел тебе? Иблис что говорит? Я лучше него. И далее, после этого, он обратился к Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой: «О мой Господь, из-за того, что Ты сбил меня с прямого пути, я непременно буду Твоих рабов, людей, сбивать с этого пути». То есть, смотрите, даже здесь он не осознает свою ошибку, он говорит: я не виноват. Это Ты сбил меня с этого пути. Этот человек стал причиной того падения Иблиса, скажем. И также далее, если посмотреть историю Нух, алейхиссалям, его народ, что потопило всех людей на земле, что стало причиной того, что воды поднялись аж до вершин гор, и нельзя было даже там спрятаться? Ослушание людей, ослушание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля людьми, их грехи, их пороки, их дурные стремления. Что погубило народы пророка Лута, пророка Салиха, пророка Худа, пророк и остальных? Что стало причиной этих несчастий и бедствий? Это грехи человека. Это то, что он сам навлек себя своими действиями, своими делами. И таким образом, где бы мы ни смотрели, мы убедимся в том, что бедствие человека постигает по причине его грехов. И среди бедствий стоит отметить важную вещь, что бедствия, наказания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, они не ограничиваются лишь какими-то физическими трудностями. Скажем, болезнь, или потеря близкого человека, или какие-то катаклизмы, как землетрясения, потопы, засуха, либо войны, когда внешний человек испытывает некий дискомфорт и неприятные чувства. Нет, помимо этих наказаний, есть еще наказание куда страшнее. Это когда человек лишается чувства восприятия, скажем, когда его сердце становится жестким, неспособным воспринимать знамения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Когда ему объясняют, когда ему говорят, когда он слушает аяты Корана, когда до него доводят слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сердце черствое, оно не слышит его. По причине чего? Это тоже следствие грехов человека. И еще страшнее человек, вот этот, он может быть внешне в хороших условиях жить. У него может быть все хорошо. И как раз-таки, смотря на эти внешние благополучия, он обманывается и думает, что Всевышний доволен им. Но здесь приведем аяты Корана из суры Аль-Ан'ам, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. И мы направили к народам, которые были до тебя, направили посланников. И также мы направили к ним испытания трудностей. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, и испытали их нищетой и недугами и трудностями, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, возможно, вследствие которых они станут смиренными. Аллах Субхану ва Тааля говорит: мы отправили посланников к народам до тебя.
Также их коснулась нищета и бедствие. Для чего? Для того, чтобы люди уразумели, чтобы очнулись от той беспечности, в которой проживают, стали смиренными вследствие. Однако Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фалаула иза джаахум ба'суна тадаррау, валякин касат кулубухум». Ох, если бы, когда к ним пришло бедствие, наказание от нас, если бы они уверовали, если бы они стали смиренными, но нет, говорит Аллах. Но нет, касат кулубухум, их сердца стали черствыми и твердыми. Приходили разные знамения, катаклизмы, трудности, испытания, потери. Однако все это абсолютно никак не влияло на людей. Наоборот, их сердца становились еще черствее и жестче. И потом Аллах говорит, после этого же «Вазайяна лахум шайтану ма кану я'малун». И Аллах, и шайтан им украсил их деяния, то, на чем они находились. «Фалямма насу ма дуккиру бихи». И когда люди позабыли то, о чем их увещевали, «Фатахна алейхим абуаба кулли шей». Мы открыли им двери ко всем благам, говорит Аллах. Мы открыли им двери ко всем благам, то есть жизнь у них стала налаживаться, и все стало у них прекрасно. Но это не милость Всевышнего, а наоборот, что? Аллах говорит, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. И вот это благосостояние их настолько обрадовало, и когда они стали этому радоваться и стали этому счастливыми, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Мы их схватили неожиданно, и они пали в отчаянии, говорит Всевышний. Смотрите, какой интересный очень пример. Аллах Субхану ва Тааля отправляет человеку разные знамения, напоминания, трудности, может болезнь, может потери и так далее. Для чего? Для того, чтобы человек покаялся в своих грехах и очнулся. Но если человеку это все никак не приносит пользы, он продолжает творить грехи и нечестие, как итог Всевышний Аллах запечатывает его сердце и открывает ему все пути блага. Богатство, положение, все у него становится хорошим. Но это лишь для того, чтобы потом лишить его всего этого и оставить человека в тяжелом положении. Как Аллах говорит, и когда же они обрадовались тому, что они имеют, тому, что у них есть, Аллах говорит, схватил их неожиданно. И они пали в отчаянии, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Вот этот аят очень важен. Еще раз мы его повторим. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум». Какое бы бедствие вас не постигло, это по причине совершенных вами деяний. Человек сам является причиной тех бедствий, которые выпадают на его долю. Его грехи, его пороки, его нечестие. И, следовательно, человеку необходимо постоянно каяться, постоянно очищаться и просить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. И желательно, конечно же, выучить дуа, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучил Абу Бакру. Аллахумма инни заламту нафси зульман кафиран, валя ягфиру дзунуба илля ант, фагфир ли магфиратан мин индик, вархамни иннака антал гафурур рахим. Это сахих хадис, в Бухари приводит. На этом закончим. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху